Всем привет! Меня зовут Наталья Шабарчина, и это наш новый мини-проект от команды Ахтме Клубе, который называется «Ретро-подкаст». Почему ретро-подкаст? Возможно, спросите вы. Потому что мы находимся в здании 1952 года, которое называется «Клуб Ахтме». Находимся мы в Эстонии, в городе Кохтла-Järve. Это культурное муниципальное учреждение. Ну и мы с нашей командой создали такую винтажную и ретро-атмосферу, поэтому, недолго думая, мы решили назвать наш подкаст именно так. Что вообще будет происходить? Мы будем приглашать гостей абсолютно из разных сфер, обсуждать интересные вопросы, поднимать насущные проблемы и говорить немножко о каких-то щепетильных вещах. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. И если вы уже потираете ручки, чтобы написать гневный хейтерский комментарий, то попридержите коней. Лучше напишите что-то хорошее, подбадривающее, доброе, позитивное, ведь мы только начинаем, потому что такой позитив и хороший комментарий – это роскошь в наше время, а лично я вам желаю роскошной жизни. Ну а мы начинаем. А у нас сегодня в гостях наш первый герой, моя коллега, моя подружаечка, моя движовая девчулечка Алиса Линтер. Я буду хлопать, чтобы делать вот так вот. Потому что здесь нет публики. Алиса, спасибо, что ты пришла. Какие были твои первые эмоции, когда я тебя пригласила? Смятение. Привет, Наташа, во-первых. Я рада вообще, в принципе, здесь присутствовать, еще и быть первой открывателем вот этого нового движа вашего, новой идеи. Повидаемся хоть с тобой, как говорится. Наконец-то повидаемся. Наконец-то, поболтаем. Здесь посидим, пообщаемся. Да. Цели есть нашего вот этого подкаста. Просто два человека сидят, общаются за жизнь, выражают свое личное, сугубо личное мнение, рассуждаем, в этом и была цель. И так как я понимаю, что мы с тобой во многом на одной волне, поэтому я решила позвать именно тебя. Спасибо. Расскажи о себе, потому что, возможно, тот, кто наткнется и послушает наш ретро-подкаст, не будет ничего о тебе знать. Вот расскажи о себе. Вот кратенько, по факту, самое интересное, самое главное. Я родилась в Кохтла-Järve, я выросла в Кохтла-Järve. Мое становление личности, да, моих интересов и каких-то жизненных ценностей тоже был в Кохтла-Järve. Отучилась я в Академию культуры в городе Виленде, это Тартусский университет, отучилась и вернулась снова в Кохтла-Järve. Это если кратко совсем. Ну, уже. То есть общее такое введение есть. И я бы вот с чего хотела бы начать, о чем поговорить, конечно, о молодежи, о подростках, о новом поколении, с которыми мы с тобой работаем, каждый день с ними сталкиваемся. И так как я до этого работала 7 лет в школе и с подростками, и была то есть руководителем потока и ментором, кем ты тоже работала, да, была моей и там коллегой. Вот, и ты прекрасно знаешь, какая это трудные подростки, трудные люди, с ними тяжело. И часто они сталкиваются с проблемой, когда не знают, что они будут делать после гимназии. Вот молодежный работник, да, молодежное это направление, культурное направление. Это, скажем так, не самая популярная тема у нас, особенно в нашей стране. Как ты к этому пришла? А так получилось, что я всю жизнь в этом. Я, как и многие на тот момент, в тот период жизни гимназисты, я закончила Яровскую русскую гимназию, и в гимназии, когда 11-12 класс, как правило, все уже примерно понимают, куда они хотят подавать документы, у них уже есть какие-то цели, стремления и так далее. В моей голове были, честно говоря, сверчки. Я не понимала вообще, куда я хочу учиться, потому что точные науки, химия, физика, математика, вот это все это точно не мое было. Эстонский язык тогда только начинал набирать обороты, да, у нас в образовании. У нас только тогда, в 12 классе, появился первый предмет на эстонском языке. Раз в 2 недели эстонская литература. Тоже неплохо. Да. Поэтому эстонского мы все боялись, в принципе. То есть у нас знания были на том уровне, на котором нам давала гимназия в рамках уроков эстонского языка. Но во время обучения в гимназии мы с моей подружаней Анькой Марковой, Анна Александровна теперь уже, передаю ей огромный привет,
Тоже такая же сумасшедшая дама. Мы были сумасшедшими уже тогда. Мы, скажем так, впитывали все возможности, которые нам предоставлялись. Мы с Аней были членами школьного самоуправления. Если были какие-то предложения на республиканском уровне, о каких-то семинарах, коллитусах и так далее, мы ездили везде. Нам была не важна тема, нам было важно вот этот вайб, да, вот эта вот сама движуха, то, что новое мы узнаем, плюс мы очень сильно развивались в коммуникабельности, скажем так. Параллельно мы еще играли в КВН в городской команде, то есть вот эта вот вся движуха была нам очень интересна. И так получилось, что это все связано было уже тогда с молодежью, но тогда мы сами являлись молодежью, поэтому мы это все впитывали, использовали возможности. Потом я поняла, что 12 класс уже вроде бы грядет, пора бы определяться. Определения не было никакого. Мне не хотелось уезжать в Таллин. Таллин для меня очень большой и шумный город. Мне в нем очень тяжело, я быстро очень устаю. То есть это для меня раз, два, три в год съездить там на коллитус или там на шопинг или к знакомым, к друзьям и так далее. Жить я в Таллине бы не смогла. То есть Его для меня много. Маленький город, да, все-таки твоя тема. Где 5 минут и ты на месте, где нет пробок, где нет каких-то очередей, постоянной вот этой суеты, вот это вот для меня спокойствие такое. Да. Поскольку я по жизни всегда вот такая вот суетливая, у меня постоянно движуха, мне хочется иногда заземлиться. И наш город мне это предоставляет возможность прекрасно. И после 11 класса я решила пойти начать работать. И стала перед выбором, где. То есть, конечно, мне не хотелось работать где-то в магазине, да, сидеть, это скучно для меня. Я вспомнила, что я всю жизнь отдыхала в лагере Куртна, и решила, почему бы не пойти вожатой. В принципе, это то, что я умею: развлекаться, веселиться, смеяться, тусоваться. Это все здорово и классно. И, в общем, задержалась я в лагере вожатой на 10 лет. Слегка. Да. Как я в школу. Так и случилось. Ну и это тоже стало, наверное, таким помощником и толчком для выбора дальнейшей профессии, поскольку в середине 12 класса пора определяться. У меня были такие метания между молодежной работой. Это тогда еще было старое здание Нарского колледжа, это было старое общежитие. Это меня и оттолкнуло. То есть мы съездили на день открытых дверей, я ужаснулась, мне ужасно не хотелось в этом жить, я привыкла жить в комфорте, в чистоте, спасибо маме с папой за это. И я поняла, что нет, я в тех условиях жить не смогу, а снимать квартиру, это моя семья не могла себе позволить. Я стала рассматривать другие варианты и услышала про Виленджскую академию культуры. Выбрала там для себя направление организации культуры, специальность организатор по интересам в мультикультурной среде, то есть хувиюхт. Да. Я поняла, что хувиюхт — это классно. У нас в школе был очень классный хувиюхт, Татьяна Валентиновна Кундазерова, и ей я передам привет огромный, которая тоже стала таким, наверное, значимым человеком в моем становлении, поскольку я ходила и в школу шоуменов, и КВН городской, и школьной, она всегда была рядом. И я поняла, что это классная идея и классный вариант. И поступила туда. Отучилась, закончила, приехала обратно в родной город и работала 5 лет в Ахтемской гимназии со старшими ребятами, кайфовала, заряжалась ими, заряжала, я надеюсь, их. Было очень круто. И потом, когда гимназии потихонечку стали закрываться, я поняла, что я, наверное, не смогу работать с маленькими детьми. Это немножечко не моя такая возрастная категория, и мне хочется работать все-таки с гимназистами. И я пошла вот на работу в Ихевскую гимназию, где мы с тобой были коллегами, где мы с тобой встретились. Мы знали друг друга до этого, но там мы прям, кажется, бок о бок работали в одном кабинете, сидели и решали насущные проблемы подростков. Да, так и есть. Ну и потом после гимназии, точнее, работая еще в гимназии, ко мне обратились с предложением возглавить молодежный центр, от чего я очень долго отказывалась в течение нескольких месяцев. Для меня это было страшно. Как это я так? помню, как ты металась. Да, я прям помню этот момент. Это было очень тяжело. Естественно. Это достаточно кардинальная, извините, абсолютно смена. Ну, слушай, судя по твоему пути, который ты прошла, можно ли сказать, что профессия выбрала тебя? Да, определенно. Потому что вот я про себя точно могу это сказать. Я не собиралась быть тренером, не собиралась быть хореографом, просто танцевала там, да. Я не собиралась работать в школе. Так получилось, что и здесь я... Получилось случайно. Просто ткнула кнопочку «Отправить свое CV». И я понимаю, что тоже недавно об этом сидела, думала, что, боже, вот так все так складывается в моей жизни. На самом деле я человек, люблю все контролировать, и я понимаю, что я это не контролировала, это само все так получилось. И мне приятно с тобой об этом говорить, потому что, значит, мы, наверное, на своем месте. Это можно так сказать? Мы это можем сказать что угодно. Ну, в общем-то, мы сегодня здесь боссы на этом подкасте. Ну, это понятно. Да, давай, наверное, так и считать. То есть мы понимаем, что профессия выбрала тебя. Это значит, что
у тебя будет энергии на много-много лет этим заниматься. Потому что мне лично часто задают этот вопрос: боже, как у тебя хватает этой энергии, когда ты 20... Ну, по факту наша работа 24/7. Да. Давай Да, по факту да, говорим. так и есть. То есть нету такого, что ты в субботу такая: на чиле, на расслабоне. Сегодня я не думаю про работу вообще. Это невозможно, это нереально. Когда мы работали в школе, мы это прекрасно понимали. Это такая же, мы были классными руководителями, если по-простому. Это 150 тоже детей. Да, вот именно. 24/7. Сейчас мы в культуре работаем с молодежью, с детьми. То же самое. Если бы это было не наше вообще от слова совсем, то нас бы хватило на год, на Мы 2. бы быстро выгорели, абсолютно Я просто верно. недавно реально на эту тему думала, и мне часто, опять же, вернусь к этому, задают этот вопрос: господи, как у тебя? Я по факту, работаю в этой сфере там с 15-16 лет приблизительно. Мне сейчас, да ладно, Немножко не больше. секрет, чуть-чуть 30 с хвостиком, 33. Думаю, наверное, все-таки мы делаем что-то правильное, и мы, наверное, вот в той среде, в которой должны быть. Хочется в это верить. Ладно, мы себя так успокаиваем. Супер. Скажи, пожалуйста, молодежный центр, твой дом, твоя работа. Дай помечтаю. Чуть Давай, люблю позитивненько. мечтать. Позитивненько, давай помечтаем. Если бы тебе выделили дали бы этот безлимитный бюджет. Окей, Ой. помечтаем, оденем розовые Так, очки. давай. Помечтаем, тебе дали бы безлимитный бюджет на... Ну да, окей, давай год, это слишком нереально. На полгода что бы ты сделала? Я бы очень по-быстрому бы сделала проект на новое здание. Очень по-быстрому, прям максимально по-быстрому. Сразу с оплатой, потому что полгода за Да. полгода никто не построит. Конечно же, да, мы сделали бы новое здание в Ахмедской части, поскольку в Ярыцкой части у нас сейчас есть хорошее новое помещение Вирус Спорте Кескусе, которое вот с июня месяца этого года работает. И, в принципе, там туда тоже нужны вложения. Мы бы туда тоже, естественно, подкинули деньжат из безлимитного бюджета, закрыли, так скажем, те нужды, да, но сейчас, наверное, самый острый стоит это именно состояние техническое нашего здания на Малева 49, поскольку это здание является абсолютным моим ровесником, оно открыто по документам накануне моего дня рождения в тот же год. Я тебя успокою. Но я выгляжу лучше, да? Давай, я тебя успокою, что меня не было еще на свете, когда Да. открылся Ахтве-клуб. Но когда мне было года, наверное, 5-6, я на этой сцене танцевала, и... Она уже была старенькая, да, тогда? Да. Вот, и у нас действительно, не тебе, скажем так, мне рассказывать про трубы, про проводку, про именно техническое такое состояние. Там все требует ремонта, мы стараемся потихоньку или в аварийных ситуациях это все латать, но в таких ситуациях, сама понимаешь, тут залатаешь, там рванет. Поэтому, да, в первую очередь, конечно, я бы занялась зданием, поскольку говорить про зарплаты сотрудников я не буду. Мы и так сейчас на данный момент их все-таки довели до конкурентоспособного уровня, и мои девчонки очень рады своей зарплате сейчас. Ну вот опять про ремонт. Наша больная тема. Ремонт наших учреждений. Ну, давай даже не будем говорить про наш город конкретно. Я думаю, что и в других небольших городах эта проблема актуальна. Как ты думаешь, эта проблема, она отталкивает молодежь идти в молодежный центр сейчас, чтобы они приходили? Мы, конечно, больше говорим, наверное, про подростков, про вот эту сложный возраст, да? Понятно, там 7 лет, 8 лет, их чуть-чуть полегче привлечь. Но мы говорим про 14, 15, 16, как я говорю, противный возраст. Противный возраст, это не секрет, я Самый постоянно об этом классный. говорю. Ну, классно, я называю противным возрастом, да? Вот ремонт, атмосфера, да, это может являться такой вот причиной? Я никогда не слышала ничего от молодежи или от родителей касаемо условий вот этих, да, наших. То есть, что мы не ходим в молодежный центр, потому что у вас там, не знаю, не покрашены стены или там на потолке пятно. Такого я никогда не слышала. Возможно, они могут об этом говорить дома или думать, но до нас, до работников, эта информация никогда не доходила. То есть в молодежный центр так или иначе ребята приходят за атмосферой, вайбом вот этим своим, да. Это такая их микровселенная практически, где они правят, грубо говоря, да, ну мы, конечно, их там направляем, Да. вот, но тем не менее, по поводу именно ремонта и состояния помещений мы никогда не слышали этого. Проблема немножечко в другом, вот с этим моим любимым возрастом, 14, 15, 16 лет,
Проблема в том, что они очень заняты, как правило. То есть у них поздно заканчиваются уроки, у них уже нет сил куда-то еще выходить, да, потому что в наше время, когда нам было Как было в столько... кино, а вот наше время. Вот и настало это время, когда мы можем... 30 с хвостиком, Да. теперь можем, а вот Наше это время. Мы были посвободнее. У нас не было такой нагрузки в школе, и даже если уроки заканчивались в 3-4, мы все равно как-то нам хватало сил на все остальное. Сейчас у детей и репетиторы, и какие-то домашние обязательства, там, хотя это всегда, в принципе, тоже было, но мне почему-то кажется, что мы были более свободны или, может быть, менее уставшие. Я думаю, менее уставшие. Да, старшие ребята сейчас, к сожалению, не доходят зачастую до молодежного центра, потому что им просто уже некогда этим заниматься. Они уже либо старшие классы основной школы, либо гимназисты, у них очень много других забот. Ну вот мы так плавно чуть-чуть перешли. Вот ты начала уже говорить про занятость, да, и вот это моя одна из самых любимых тем лично, да, занятость и какие-то занятия после школы именно. Понятно, что школа — это must-have, это обязательно. Вот я один раз столкнулась с такой темой, с такой ситуацией, когда, так как я работала в школе, была руководителем потока, и мы раз в год должны были проводить развивающие беседы. Ты прекрасно об этом помнишь. И я сижу вот с девочкой, как сейчас помню, смотрим друг на друга, я у нее спрашиваю, то есть такой, да, первый вопрос, чтобы разогреться, чтобы между нами вот эти мосты выстроить, да, потому что подростки чуть закрытые. Я говорю, расскажи, пожалуйста, как проходит твой день? Там понедельник, вторник, да, понятно, утром в школу, школа, что ты после делаешь уроков? И она на меня смотрит и такая говорит, в смысле, ИПТ Наталья? В смысле? Я говорю, какие занятия еще? Она говорит, так я устала. В школу. Какие еще могут быть занятия? До дома дойти. Я полежу 2 часа, повтыкаю в телефон. Дальше еще там уроки какие-то задают, надо еще уроки поучить. У меня все. А когда я должна этим еще заниматься? Я сижу, честно, мне этого не понять. Но я понимаю, что все мы люди разные. То есть у меня каждый день расписан. Расписан он был... с самого детства, насколько мы помним тебя, да? Да, с самого детства. Так как бы с осознанного, сколько вот я так больше помню, это, грубо говоря, там с 13-14 лет. И мне это не понять. И я понимаю, что таких на самом-то деле детей много. Я понимаю, что проблема — это гаджеты. Это наша такая любимая тема, это каждодневно, мы без этого не можем жить и так далее. Но много, да, вот ты сказала про детей, которые заняты. К ним вопросов нет. Слава богу, заняты и так далее. Когда вот, например, детки там или подростки танцуют у меня, а потом приходят, говорят, Наташ, мы хотим уйти, потому что у нас другие интересы. Первое, что я им говорю, не вопрос, это нормально, что вы ищете себя, пожалуйста, но чем-то занимайтесь. Обязательно. Вот прям через месяц напишите, я хожу на баскетбол, я рисую что-то, потому что действительно я переживаю, потому что я понимаю, что если это школа-дом, это проблемка. Я понимаю, что сейчас, наверное, в комментах уже будут писать в комментариях, а кто кружки оплачивать будет? У меня такая же Гулять мысль. пока что бесплатно, ходить в парке. У нас прекрасный РМК «Рада», где можно погулять. Я такая база Да, ехать туда надо. Блин, ладно, сейчас. Я потом буду защищаться на эту тему. Но вот про занятых, да, подростков все понятно. А вот про тех, кто ничего не делает. Вот как их привлечь можно, и возможно ли это сейчас, вот с этим новым поколением? Ты знаешь, тут опять же есть несколько сценариев этой беседы. Да, давай разные рассмотрим. Есть те, кто ничего не делают, потому что, они не хотят. У них, в принципе, им достаточно этого в жизни, это ничего не делание никак не сказывается. То есть они могут хорошо учиться, возможно, какие-то дополнительные занятия в школе, там, при школе и так далее, да, там, помогать, может быть, маме, там, с папой дома. Есть те, кто ничего не делают, потому что они тусуются на улице с друзьями, да. Это разное ничего не делание. Угу. И я могу с уверенностью сказать, что ни те не являются плохими. Я, допустим, так, чтобы на постоянной основе не ходила в кружки. Я перепробовала в свои годы все кружки нашего города, мне кажется, по одному разу точно. И баскетбол, и музыкалка, и еще что-то, рисование. Нигде меня не задержало ничего. Немного было потом у меня еще дом творчества школьников, кройка и шитье такое, знаешь, чисто для девчоночек.
Вот. И то, мне кажется, это было, потому что там параллельно брейкеры занимались, и мы ходили за ними подглядывать. Естественно. Вот. И я не могу сказать, что я прям лентяйничала, да, то есть, все время какие-то движухи были, но они были добрыми. Другой разговор, если эти ничего не делания перетекают плавно в хулиганство. Но, опять же, мы все люди разные, даже среди взрослых есть люди, которых каждая минута расписана, есть люди, которые живут работа, дом, телевизор, там, сериальчик и так далее. То есть это мы все разные, и дети такие же разные, как и мы. И для кого-то важно вот это постоянно быть, да, в тонусе, в режиме в каком-то, а для кого-то важно просто быть дома. Просто гулять с друзьями, да, но здесь опять разветвляется вот эта дорога, гулять с друзьями можно по-разному. И да, зачастую мы слышим претензии про ребят там в Вероне, ребят в Гросе, ребят в Парке Кескусе. В супермаркетах. Вдруг нас кто-то будет смотреть не из Эстонии, да? То есть в наших шоппинг-центрах. Да, в супермаркетах. Да. Ну, если, опять же, мы углубимся в наш город, то те же ребята, которые в супермаркете Ахтме, странно звучит. В торговых центрах. В торговом центре, да, в Ахтме тусуются, да. Большинство этих ребят приходят к нам в молодежный центр. То есть, они приходят, они занимаются, они находят какое-то занятие для себя, они активно участвуют в какой-то предлагаемой деятельности, и потом идут, допустим, в тот же Гроссе, там, да, лоботрясничать. Также и в остальных частях города и городах, я уверена, есть дети, которые, в принципе, где-то еще принимают участие в какой-то деятельности. Просто вот эти вот шоппинг-центры, это такой, опять же, вот эта микровселенная молодежи, в которой они существуют. Это развивает их коммуникацию, комьюнити и прочее. Но ты по-доброму вот смотришь. Я смотрю по-доброму. Вот как мы мыслили, да, то есть мы собирались, мы общались. У нас не было отвлекающего фактора телефонов, да. И мы не занимались баловством. Нет, конечно, 100%, да. Мы общались, там, давай движ, опять же, КВН, я помню, я там не участвовала, но мне звонит с какой-то команды, говорит, давай, Стас, наш общий знакомый, такой, Натаха, надо там что-то, какую-то сценку, что-то еще, ну, так давай, конечно. То есть у нас была другая коммуникация, другое общение. Сейчас, конечно, это по-другому, вот, но я почему тоже спросила про привлечение, потому что 100% тебе явно прилетали комментарии и хейт в твою сторону, любимое слово хейт, про то, что во всем виноват молодежный центр. Но не во всем, я сейчас очень утрирую, но надо тоже понимать, или школа, учителя, все во всем виноваты. Я обожаю слово ответственность. Ой, я с удовольствием и вот об этом я проговорю. уверена, да, что ты бы хотела тоже подумать на эту тему, порассуждать, выразить свое личное мнение, потому что я сама была свидетелем этого, когда тебе прилетала такая тема, и я, помимо этого, я думаю, тебе на протяжении нескольких лет это прилетало уже. Поговорить, ты знаешь, что прилетает это в школы? О, это часто, да? Виновата школа. Все Да. со школы идет. Прилетает это в молодежный центр, прилетает это в кружок. То есть все, что плохое, да, несет ребенок, это все он несет вот оттуда, да, из своих дополнительных каких-то занятий. Я убеждена, что все идет из семьи. Я не хочу ни с кем спорить на эту тему, но это мое убеждение по жизни, поскольку как родители изначально выстраивают отношения в семье, отношения ребенка к каким-то вещам, отношения ребенка к каким-то событиям, реакции ребенка, это в дальнейшем сопровождает его на протяжении всей жизни. Да, из компаний, конечно же, они тоже приносят что-то, приносят мнение, приносят дерзкие словечки, да, приносят какие-то свои вот эти подростковые пубертатные взрывы, да, эмоции и так далее, но это, опять же, это наше становление личности, да, самые главные люди, которые должны понимать и направлять ребенка, это его родители. Родители тоже должны заниматься детьми. У нас почему-то многие родители, я сейчас так буду говорить, многие обобщать, может быть, но конечно, я бы не хотела никого обесценивать этим, да, ну, наверное, так вот просто буду выражаться. Многие родители считают, что молодежный центр должен работать на выходных, кружки должны быть на выходных, мероприятия, пожалуйста, побольше на выходных, и желательно бесплатно. Школа тоже, естественно, должны все предоставлять. А где в жизни ребенка здесь вот в этой вот цепочке родитель, который, в принципе, и должен, и несет вот ту самую ответственность. Поэтому, конечно, как родитель изначально дает ребенку установку, так, скорее всего, это и пойдет дальше. Но опять же, можно один раз дать установку, а можно стараться направлять ребенка в его развитии, чтобы поддерживать вот это адекватное восприятие всего. И что, ну, мы опять же, я вот в ответе на этот комментарий, про который ты говоришь как раз, очень много чести комментатору, конечно, сейчас мы с тобой. Да. Вот, но я там процитировала классика, да, о том, что есть прекрасная
произведение, которое начинается со слов «Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо». Вот именно отец и родитель должны объяснять это ребенку. Слушай, я полностью согласна. Опять же, такой момент. Я слушала одного психолога, и он сказал, почему сейчас так тяжело с подростками. Потому что если мы говорим про наше поколение, конечно, здесь понятно. Родители, семья, воспитание прежде всего. И сейчас это модно ходить к психологам, вот эти детские травмы прорабатывать. Скорее всего, все, естественно, они из семьи пришли. Вот эта вот тема. Сейчас, он говорит, сложность в том, что от родителей 50% воспитания, сейчас, он все, конечно, обобщал, да, 50% влияния воспитания и 50% это общество, где он находится. Я сижу, думаю, в принципе, да, потому что телефон раньше не было, он не влиял на нас. Телефон, он есть, сейчас влияет на нас. Но, опять же, это с семьи идет. То есть тебя приучили вот к этим гаджетам, давали вот планшет, слушай, просто не задавай вопросов, не трогай меня, помолчи, посиди мультики в планшете посмотреть. Так это и есть. То есть родитель сам по факту, это я уже сама там сидела, додумала, когда от этого психолога, сам-то он и ведет к тому, какому социуму, какой компании, каких друзей он себе выберет, с кем он будет общаться в классе. И вот я сидела тоже на эту тему думала, потому что по факту, да, новое поколение 50 там, на 50, но с другой-то стороны, к другому этому 50%-то направляет-то, воспитывает-то, о чем говорит, да, это же родители. Влияет родители, влияние, конечно. Да, вот это идет. Поэтому, наверное, все-таки, какое бы поколение ни было, я полностью лично, опять же, это наше мнение, 100% сейчас комментов. Мы, может быть, абсолютно неправы. Возможно, мы пока еще не психологи, не психиатры, там не терапевты, да, не детские психологи, да, и так далее. Не, как у нас сейчас модная еще ИПНУСТа, то есть советчик по учебе и так далее, да, мы ими не являемся, но, опять же, мы вот с точки зрения своей колокольни смотрим, рассуждаем и думаем. И поэтому, по факту, подытожим, скорее всего, все равно это влияние родителей. Скажи, пожалуйста, опять же, твое мнение. Ты общаешься каждый день с молодежью. Есть ли у нас движ в нашем маленьком городе? И возможен ли какой-то движ для подростков вообще в маленьких городах, не только в нашем Кохтла-Яре? Абсолютно, да. Потому что вот, да, у меня очень много моих детей, я говорю моих детей, как будто многодетная мать, много детей, они выпускаются из школы, уезжают в Таллин, вот приезжают и говорят такие, Наталья, там столько, я туда, я сюда, я в пятницу на такую тусовку, я в субботу на такую, да, денег, конечно, много уходит, денег постоянно нет, но столько у нас, конечно, нечего делать. Вот как ты думаешь, этот движ возможен в маленьких городах вообще Эстонии? Да, он возможен, но опять же, всегда есть ноль. Да, мои любимые, два сценария. То есть первый, это смотря какой движ, то есть о чем мы говорим, о клубах, сомнительный движ. Да. О каких-то мероприятиях, которые развивают, но везде они есть. Да, они у нас тоже есть, и тоже за деньги, это все возможно. Если мы говорим о мероприятиях именно для молодежи такого школьного гимназического звена, то на протяжении этого года я с грустью наблюдала такую картину. У нас сейчас есть наше молодежное собрание, которое также организует молодежные мероприятия, спортивные, какие-то обсуждения, просмотр кино и так далее. Они запускают рекламу в тех источниках, где сидит молодежь. То есть это инстаграмы, тиктоки, там, фейсбуки, телеграммы, где еще там у них есть эти каналы для обмена информацией. Но участников практически нет. То есть получается, что они подтягивают себя, своих близких друзей, которые приходят их, естественно, поддержать. А где вот эта молодежь, для кого мы это все делаем? Либо не доходит информация. Есть у нас сложности с передачей информации, допустим, по школам. Этого нельзя отрицать, она действительно есть. Да, согласна. Окей, пришла информация в школе. Нет у нас, возможно, людей, которые могут не просто сухо скинуть бумажку, а донести, что вот такое будет классное мероприятие. Да? Я работала в школе, я примерно знаю, как это делается и как я это делала. То есть мы не просто кидаем афишу, да, в студиум, как сейчас это принято, или в Эколь, а мы
призываем молодежь, там, не знаю, школьное собрание, школьный совет, что вот, это классная движуха, сходите. То есть вот такого нет. Недостаточно скинуть афишу на почту, как говорится. То есть возможности это для них есть. И выбор для них есть. Я не говорю уже о кружках, у нас их очень много. Это показывает каждый год вот эти все афиши наборов, Нортефест, который мы проводим, где представлены разнообразные, появляются каждый год новые направления, не просто клубы, а направления. То есть возможности есть. Если мы говорим про молодежь старшего возраста, это после гимназическое. Тут, наверное, да, сложности. Это такой возраст, который, как правило, после школы уезжает учиться, ну, либо остается здесь и учится, да, это люди, которые уже потихонечку начинают заводить семьи, то есть у них немного другое идет уже, другие ценности по жизни, им уже не всем нужны клубы, не всем нужны театры, у них идет такое микроклимат, скажем так, меняется в их вот этом комьюнити. Но, тем не менее, у нас приезжают театры, у нас приезжают какие-то музыканты, да и, в конце концов, наш регион, он маленький. Ты за 40 минут доезжаешь до Нарвы, где тоже можно что-то интересное, да, для себя подчерпнуть и найти. Нарва и Ису сейчас богат на какие-то интересные мероприятия. Ихве вообще в центре Кохтла-Järve находится, можно сказать. То есть как бы он обслуживает нас в культурном плане тоже, да, это волость. И всегда можно доехать до Раквера, если что-то любишь более такое культурное, эстонское, да. Возможностей много. И, естественно, все будет упираться в деньги, потому что бесплатно сейчас никто ничего не делает, все хотят есть. И все дорожает. Ну вот чтобы можно было бы еще привнести, ну давай вот только, может быть, подумаем реально, потому что понятно, когда есть деньги... Можно что угодно Можно привнести. что угодно. Можно сюда привести и сделать техно-рейв. Ну мы его сделаем. Следующая идея, да? Техно-рейв, сделать какой-то супер всеэстонский фестиваль, я не знаю, электронной музыки, танцевальный, кинофестиваль и так далее, да? Понятно, но это огромные деньги. Мы как организаторы также мероприятий, но мы всем занимаемся, походу, да? Мы многофункциональные люди. Мы прекрасно понимаем, все в бюджет упирается. Но вот чтобы можно было бы реально, но пока, например, не в твоей власти, но, возможно, с помощью поддержки государства, там, местного самоуправления и так далее, там, городских властей, это было бы реально. Вот твое личное мнение, что бы хотелось бы еще? И, кстати, не только эти источники финансирования, есть еще и проекты, да, которые тоже, в принципе, открывают большие горизонты. Но если говорить о реальных вещах, то, наверное, для молодежи важно пространство, в котором они находятся, да, я имею в виду, наверное, даже больше уличное. То есть памп-треки какие-то, вот эти вот уличные тренажеры, но более не то, что вот у нас стоит, да, которые мало кто использует, а именно что-то более современное, более такое продвинутое, и что действительно будет использоваться. Может быть, какие-то зоны с какими-то беседками, да, то есть территория, где молодежь могла бы собираться, да, спокойно проводить время и так далее. И проводить время с пользой, если мы говорим, допустим, о тренажерах или скейт-парках, памп-траках и так далее. Согласись, это реально все. Абсолютно. Абсолютно. Мне кажется, в и любом мы даже городе пытались это делать, но вот, к сожалению, у нас там, да, что-то пошло не так. Но я желаю, чтобы это в будущем все осуществилось. Нам очень хотелось бы этого. Да, потому что нужен движ, и мы уже об этом упомянули, и ты, точнее, об этом упомянула, что молодежь после 12 класса уезжает. И это проблема маленьких городов, это не только мы говорим о нашем регионе. Что такого можно сделать, чтобы она возвращалась после университета в конце-то? Вот как мы сделали это с тобой, хотя, например, я не знаю, мне кажется, тебе часто задавали этот вопрос, почему? Мне до сих пор его задают, я тебе честно скажу, да, особенно мои какие-то знакомые коллеги в Таллине. Вот вопрос, да, что ты там забыла? А если мы говорим об эстоноязычном населении, там же гетто. Мое любимое. Да. А я такая, я ж хип-хоп. Может это быть, мое место. That's my place. Да. Я говорю, это моя кровинушка. То есть это очень частный вопрос. Почему? Почему так? Ну вот опять у меня так сложилось, профессия выбрала меня, и вот так получилось, я вернулась. Что мы можем сделать? Ну не конкретно мы, хотя мы по-любому пытаемся что-то тоже делать. Да. Грубо говоря, на уровне местного самоуправления. Что они могут предпринять? Или опять же на уровне государства? Потому что мы все понимаем, как это столица не резиновая. Специалисты-то нужны и в других маленьких городах. Как развивать регионы? Что можно такого сделать, чтобы все-таки после
получения высшего образования или специального какого-то образования, неважно, в общем, после образования получения, чтобы они возвращались. Сейчас я знаю, что скажете, даже перебью. Это зарплата. Yes! Я хотела начать с этого, но это база. Мне кажется, это база. Тут же опровергнут, наверное, потому что, ни тебя, ни меня никакая зарплата в город обратно 100%. Домой не возвращала. То есть первое, это, наверное, у человека должно быть желание, да, что-то делать для своего города и развивать его. Конечно же, безусловно, зарплата — это тоже огромный такой, да, и значимый фактор, потому что в наше время действительно люди хотят зарабатывать, потому что есть необходимость, поскольку наша мир тоже, экономика, да, немножечко нас удивляет порой. Для молодежи, наверное, почему она остается в Таллине там, да, или Тарту в больших городах, то я считаю, возможно, я ошибаюсь, наверное, им нужен вот этот движ, потому что в этом возрасте, чуть за 20, когда ты еще такой молодой, свободный, лихой, вот этот движ, возможности, подработка. Опять же, у нас нет возможности подработки людям, да, то есть в Таллине, в Тарту, допустим, в больших городах, естественно, она есть, в Пярну. У нас с этим сложнее. Качественное жилье. Yes, согласна. То есть у нас есть просто квартиры, просто вот эти бабкины квартиры, которые нужно переделать для того... Да, они, конечно, и в подметке не годятся эти цены с ценами, которые мы видим на таллинских, да, на таллинская недвижимость. У нас можно купить дом, вот, но тем не менее, это нужно что-то купить, что-то переделать, отремонтировать. Зачастую нет возможности. Ремонт, мы знаем, это ужасно. Вот, ты тоже с этим столкнулась, поэтому... Да, и дома, и здесь. Да, то есть вот эти вот, наверное, именно коммунальные условия, вот так вот мы их назовем. Возможности для детей, дети, они немножечко позже появляются, да, но тем не менее, у нас, в принципе, они достойны, у нас нету диких очередей в детские сады, насколько мне известно, по крайней мере. У нас есть возможность дошкольного образования какого-то, вне садиковского, да, то есть это все, в принципе, у нас есть. У нас все удобно, у нас все близко. Для новоиспеченных родителей, как правило, здесь под боком бабушки и дедушки, а не в Таллине, да, которым надо приезжать туда и сюда. Наверное, все равно дело выбора. Кто-то готов вернуться и делать что-то здесь и понимает, наверное, ценность и удобство жизни здесь. А для кого-то важен вот именно вот эти просторы, вершины и ставить перед собой другие цели. То есть мы не можем перетащить... Знаешь, это, наверное, будет такое подытоживание всего. Да. Мы не можем затащить ребенка в молодежку, если он не хочет туда ходить. Мы не можем заставить ребенка пойти на футбол или на рисование, если он этого не хочет. Мы не можем заставить молодежь возвращаться, если у них другие планы. Конечно, мы должны создавать эту комфортную среду в первую очередь. И опять мы возвращаемся к тому, что все идет, не все, окей, опять сейчас будут спорить, да, все или не все, но в большинстве своем семьи. Да. Да. То есть нас с тобой, благодарность нашим родителям, они научили нас вести активный образ жизни, хвататься за возможность, набираться опыта. И вот к этим возможностям опыта, кстати, да, можно так подвести, потому что мы с тобой до записи подкаста говорили о том, что какие мы были в школе. Никто нас никуда, пожалуйста, сделайте то, пожалуйста, то. Вот я себя помню, какой-то рождественский вечер, так быстро собрались сами за любой движ. Да. Куда-то ехать в поездку, узнать, да, все, первое, пожалуйста. Самоуправление, да, естественно. Тусовки, дайте по факту, да. В школе, в гимназии, 9 класс, тусовка с классом, нужно собраться. Наташ, надо организовать. Сейчас, да, дайте мне недельку, все будет. Всё. Давайте соберемся, поедем в парк, погуляем, пофоткаемся. Там уже хоть какие-то были. У меня была такая Panasonic камера, и я делала влоги. Надо было влогами заняться. Надо бы, смотри, видишь, у меня были такие влоги топовые, я делала. Я просто в шоке. Они до сих пор где-то у меня сохранились. Это было топ. То есть все сами, не было такого. Приходим, дайте нам то и то. Понятно, что сейчас поколение чуть-чуть другое. Опять, да, мы говорим, хочу уточнить, что мы говорим, да, про подростков именно, да, вот про такие уже более осознанный возраст, скажем так. Сейчас они вот, нам нужно то. Дайте нам то, предоставьте то, а вы обязаны. Господи, я так иногда смотрю, я слушаю, потому что я, опять же, каждый день общаюсь с ними, думаю, вообще такого слова не знаю. Дайте нам.
мы сами дадим, просто отправьте нас и поставьте нам, что мы как в школе, Это, в школе знаешь, еще когда учимся. первая зарплата приходит, ну, первая работа, да, Да. официальная зарплата, и ты такой, ну, смотришь договор, зарплата будет, ничего Да. себе, знаешь. Ой, а про оплату сейчас, ну, вообще. 1000 это было года 3 назад у них приоритеты. Они хотят зарабатывать 1000 без Да. образования. Я, кстати, в ТикТоке видела где-то, там эти, называется, это «Полгают», тут этот разговор о зарплатах, и спрашивают молодняк, ну, какая вам нужна зарплата? А там, ну, я думаю, что, может быть, первый курс университета или вообще 12 класс такой, меньше 3000. Я даже не поднимусь. Я такая думаю, о май гад. Мы за конфетку, слава богу. Мы сейчас как бабки. За поездку в аквапарк. Мы как бабки сейчас сидим, ворчим. Да. Но по факту, да, это разница вот в наших поколениях. Ну, ты знаешь, на самом деле это разница и в поколениях, и плюс еще, опять же, люди разные, я об этом уже говорила. Для кого-то одни требования к себе там, да, и окружению, а кому-то достаточно меньшего там и другого, да, то есть не надо всех, ну, подстраивать, скажем так, Ну да, естественно, все мы выравнивать, разные, да. Все мы разные, и каждый должен находить для себя какие-то вот толчки, ну, скажем для так, движения. я думаю, мы сами тоже уже определили на то, что, ну, мы как можем, если к нам будут обращаться за помощью, мы будем, естественно, помогать, вот, но, да, иногда ты все равно начинаешь прокручивать, а как было, а как Ну, это сейчас всегда, сравнивать. да. Опять мы 30+. Старушки такие. Ладно, все, забыли про возраст. Напишите нам в комментариях, что Сколько мы нам еще лет? молоды, что мы еще молоды. Я уже сказала, сколько мне лет. Что мы еще молоды, что мы еще молоды. Слушай, давай чуть-чуть затронем тему образования, потому что мы тоже знаем не понаслышке. Мы работали в гимназии 10, 11, 12 класс вот с такими учениками. И, естественно, мы знакомы с программой, какие у них нагрузки сейчас сумасшедшие. Я хочу сказать, какие жесткие программы. Вот как ты сейчас можешь оценить, опять же, это очень дилетантская оценка, это всем прекрасно понимаем, твое личное мнение, как ты можешь оценить вот наше образование, я не имею в виду там уровень высоко, хорошо, да, а вот что бы ты хотела поменять, возможно, что бы ты изменила вот с твоей точки зрения? Ну, ты правильно, да, я еще раз подчеркну, что это будет очень дилетантское мнение, да. Давай мы возьмем, наверное, предметы, да, в школе. Ну да, я именно про них. Я да. никого не хочу никакой предмет обесценивать, поэтому, естественно, убирать я бы, наверное, ничего не стала, поскольку я, в общем-то, как и ты, да, мы за любой движ, впитывать все цеплять и так далее. Но то, что точно было бы здорово, если бы у учеников было, это, я не знаю, предмет бытовуха называется. Супер. Как заплатить за счета? На что обращать внимание, когда ты берешь, например, там, не знаю, малый кредит, проценты, ставки, евриборы, куда пойти, чтобы узнать, там, я не знаю, какая выплата тебе положена за что-нибудь. Ну, то есть такие максимально бытовые вопросы, поскольку мы в молодежке тоже проводим такие встречи с ребятами, с девчонками, молодежными работниками, мы разговариваем часто на эти темы, и у них дети плюс еще растут и учатся тоже. И это проблема, то есть дети не знают элементарных вещей. Я в школьные годы, я не то, что там ставлю себя в пример, да, у нас и интернета не было, и всего этого, но я в школьные годы, мама мне давала конверт, кучу вот этих бумажек, и я давай там газ, за телефон, пошла, все за квартиру, заплатила, то есть я это понимала, что это такое. Опять же, оно пришло из семьи, да, это должно приходить из семьи, но если это будет предметно, как человековедение, там, да, это будет жизневедение какое-нибудь. Да. Что-то такое. Название жизневедения. Бытоведение. По базе, предмет по базе. Да. Ну, то есть такие вещи, которые действительно им пригодятся в жизни. Как подавать документы в университет, например. Как проходить собеседование. Что нужно там, не знаю, как ты составляешь CV свое. Потому что вот мы тоже искали, когда работников, приходили CV красивый, там в конве, все, знаешь, там чики-пуки сделаны. А был просто вот А4, на котором вот рандомным, знаешь, вот этим шрифтом, там просто им фамилия, дата рождения, почта. И, пару строчек. То есть, как бы, люди не знают, дети, молодежь, да, может быть, некоторые не знают вот эти базовые основные какие-то вещи. То есть, вот такое я бы, наверное, точно ввела. Мне вспомнился пример, когда, опять вернусь к работе в школе, когда приходит 12-классница и говорит, а я не могу себе на экзамен зарегистрировать, потому что они должны это делать теперь самостоятельно, то есть документ должен быть, а я не умею это делать. Я понимаю,
ну, девочка, тебе через полгодика-то в университет. Это в школе мы с тобой носимся, в университете, Да, как мы знаем. никто. Опять же, может быть, везде по-разному. Я училась в Талтехе, сейчас он называется, да, техническом университете. Всем настолько было все равно на тебя. Вот хочешь узнавать, стой в очереди. Ну, Там какой-то еще, Наташ, да, пиши сама, ищи сама. Потому да. что с 18 лет мы считаемся Ну уже да. взрослыми людьми, почему за тобой должны бегать? Согласна. То есть мы в какие-то моменты Согласна. требуем, чтобы к нам относились как к взрослым, а Да. тут помогите мне подать. Да. Поэтому да. Вот это, я согласна с базовым предметом. Наверное, может быть, опять дилетантское мое мнение, что по поводу образования, предметы, некоторые слишком настолько дотошные. Окей, моя любимая математика. При том, что с математикой у меня проблем не было. Меня Слушай, даже на Олимпиаду отправляли. Божечки. Кстати, я математику люблю. Я в техническом университете училась, там нет вариантов. Я люблю учителя Математика. математики, математику ненавижу. Это супер, если хотя бы так. И вот поэтому я готова с тобой эту тему обсудить чуть-чуть, да, раз Да. это самое... Понимаешь, это вот для тебя, допустим, или там, для кого-то этот предмет, он слишком дотошный, зачем он мне нужен? Там, Да. вот мне физика, не нужна она мне, не буду я великим физиком, зачем мне знать вот это Е равно МЦ квадрат, да, все, Да. что здравствуйте, я помню. Мне как бы она и не нужна, я Да. не собираю там эти датчики, электро, всякие Да, там да, провода да, не да. подключаю. Мне оно не нужно по жизни. Но ведь со мной может сидеть рядом мой, к примеру, там одноклассник, там Саша, Вася, неважно, который наоборот, он хочет этому посвятить свою жизнь, он хочет стать, не знаю, там, физиком, Да. каким-то там, как они называются, эти люди, которые изобретателем. Да. Вот. И для него это важно. А как в школе мы будем что, делить физику для тех, кому не сдавать и Вот, сдавать? смотри, я к этому, наверное, и вела, чтобы было, предположим, помечтаем, в розовом мире чуть побудем, поживем. Если мы в 10 классе, предположим, мы изучаем общую базу. Я не говорю, Да. что математика не нужна. Я считаю, опять же, где-то читала, что для чего вообще она нужна? Для того, чтобы мозги шевелились, наши все нейронные связи, там все это работало. Иначе логическое мышление, критическое мышление будет просто отсутствовать. Так, а потом, если ты хочешь уже глубже, тебя в одну группку. Смотри, ты не всегда в 11 классе понимаешь, что хочешь уже глубже изучать какой-то предмет. Ведь тоже, бывает наверное. зачастую такое, что ты поступаешь в университет на юриста, да? Да. Или как вот у меня есть подруга, да, пример, которая пошла там на какого-то инженера, да, закончила, поработала и вдруг стала дизайнером. Я даже знаю, о ком ты говоришь. Но да, Да. классный пример. То есть, ты никогда в школе еще не знаешь так, долгосрочно, да, Да. где тебя может шандарахнуть, как говорится, куда ты пойдешь. Тоже верно. Поэтому, может быть, в 12 наверное. классе. Просто я немного была наслышана о системе в Финляндии, не очень, как она проходит, но или мне это приснилось, конечно, но мне кажется, я где-то об этом читала, что там все-таки они дают возможность, вот если меня интересует творчество, я не математика, это понятно, и как бы мне не надо, там, физика, математика, химия, это абсолютно не мое, так получается. Я это сама чувствую. И учителя это чувствуют, и родители это чувствуют. Так почему бы мне чуть-чуть побольше, например, поучить языков? У тебя есть в наших гимназиях прекрасная возможность, есть направления, они для этого и Но это же созданы. не везде, не во всех же школах. Но мне кажется, что в большинстве гимназий, Уже поскольку они есть. сейчас в основном все уже потихонечку становятся либо государственными, либо близкими по программам, да, обучения и формату, скажем так, везде практически есть уже направления. Поэтому эти направления, наверное, и выручают. И Но даже это, если опять же, взять наши... не уменьшает нагрузку тех предметов, которые являются основными. Потому что я все время Они же смотрела на то на и есть учителей основные. математики. Да, бедные люди. Это бедные люди. Но математику же сейчас тоже, насколько мне известно, если ничего не изменилось, дают широкий курс и узкий, или что-то уже опять Да, изменилось? нет, это То до есть всё сих равно пор ты это можешь. есть. Да, У нас но так же сама было. программа, она, конечно, сумасшедшая. То есть, насколько я помню, если мне не изменяет память, даже учителя некоторые говорили, что на один урок одна тема. Заболел, все, ты выпал, ты просто выпал со всего. Потому что часы, наверное, уменьшились. У нас же, вспомни, в наше время, наше любимое сегодня выражение, Да. в наше время у нас не был так заполнен вот этот вот наш список уроков. То есть у нас были, абсолютно базовые наши вот по школьной программе. Да. У нас не было направлений, у нас не было там каких-нибудь там умения выступать или там, вот Да. в таком ключе. У нас не было никаких исследовательских, которые забирают, да, кучу времени тоже и часов. У нас не было столько эстонского. И поэтому нам казалось, что как-то все вроде бы и время много, и хорошо. А сейчас-то впихнули невпихуемое, как говорится, в эту программу, и поэтому учителям приходится
Это, как говорила моя учительница по русскому литературе, когда вот это вот все сжали очень сильно. Она говорит, я на уроке по литературе успеваю сказать, когда Пушкин родился, где жил и как умер. Ну, то есть все. Ну, действительно настолько сжато. В общем, мне иногда... По кочкам. Не иногда, мне прям часто очень жалко учителей. Я понимаю, сейчас очень... Мы видим такую тенденцию, что в комментариях, да, очень часто в социальных сетях они ничего не делают. Понятно, что бывают разные, да, опять, все мы разные, но какие-то учителя настолько ответственно относятся к своей работе, и они на ней живут. И это, по моему мнению, опять же, неблагодарная оплата их труда, там, особенно учителей, которые связаны с государственными предметами, да, я имею в виду с экзаменами, то это, конечно, сумасшествие. Но и учеников мне тоже, в свою очередь, жалко. Тоже, абсолютно. Потому что нам все разжевывали и складывали в клювики. Давят на них, и вот это как будто замкнутый круг какой-то. Да. Дай бог им всем сил и здоровья. Всем. И опять я всегда очень часто говорю своим ученикам, которые ходят ко мне на тренировки, я говорю, вот любой какой-то маленький праздник, и вот если у вас возможность, ну там шоколадочку, там цветочек, если нету, просто подойдите, скажите, как классно она сегодня выглядит, поблагодарите, скажите что-то хорошее, потому что, возможно, этот комментарий сделает ее день, потому что он у нее очень непростой. Это наисложнейшая работа, и неблагодарная. Скажем спасибо нашим учителям. Да, я вообще люблю свою школу. В какой работала, в какой училась. Да, супер. Каждый свой след оставила. Ой, да. Чуть-чуть уже приближаемся к концу нашей беседы. У тебя не только роль молодежного работника, директора молодежного центра. У тебя еще есть вторая роль или третья. У тебя много ролей, но, скажем так, вторая по значимости. Или нет, подожди, первая по значимости. Первая по значимости. Роль мамы. У тебя сынок. Какие страхи у тебя есть? Это твой первый ребенок. И какие страхи вот ты испытываешь при воспитании? Потому что мы много сегодня говорили про воспитание, про ответственность. Есть ли у тебя какие-то страхи? Конечно, есть. Я вообще тревожница, мне кажется, иногда. Мне кажется, мы все. У меня муж спокоен, как танк, а я, видать, за всех. Нет, страхи, конечно, есть. Страхи, что что-то может у него не получиться, что-то я могу не додать, поскольку я тоже не эксперт во всех областях. Да? Стараюсь делать то, как я чувствую. Честно говоря, я накупила кучу книг по воспитанию, еще будучи беременной там, да, или в декрете находясь, я пыталась что-то читать, а потом поняла, что мне настолько скучно это читать. То есть это настолько не совпадает, то есть с моим видением каким-то и прочее. То есть я, конечно же, ращу ребенка по наитию, то, как я чувствую, как правильно, и, в принципе, некоторые моменты уже откликаются, что, в общем-то, я и неплохо что-то делаю. Вот, конечно же, вкладывают и бабушки, дедушки свою какую-то мораль, да, в него, и свой какой-то такой посыл. Сейчас, в принципе, очень сложно понять, как он воспринимает нашу информацию, но хочется верить, что мы сделаем все правильно. А дальше, пускай он выбирает сам, я, наверное, дам ему свободу выбора в плане там каких-то его жизненных путей. Вот. Но, как и любой маме, конечно, мне хотелось бы, чтобы он был все время рядом со мной. Муж говорит, 16 лет, своя квартира, до свидания. Нет, конечно, это все шутки. Сложно еще пока что-то оценивать, он еще очень маленький. Но тогда вот не боишься, ты говоришь, все время рядом, там фраза, корзиночку? Сыночка, корзиночка, Нет, маменькин сынок, не ты не боишься? Вот эти фразы кидают. Я не хочу, чтобы так было. Да. Я стараюсь, конечно, чтобы таких вот этих моментов не было, конечно, но невозможно не любить своего ребенка и не утек вот его, со мной, наверное, каждая мама согласится. Вот, но я стараюсь все-таки делать так, чтобы это было дозированно, и плюс он сейчас уже стал, знаешь, щеку меньше подставлять раз за день. Вот. Тут понимаешь, что важно не перегнуть вот это вот, да, любовь к родителям, не буду говорить только про маму, да, родители этой бабушки, дедушки, да, любовь к семье и вот это вот излишнее, да, вот это вот наседничество, да, вот тут главное какую-то грань иметь. Я надеюсь, что у нас пока это все получается, и будем посмотреть. Супер. И последний философский вопрос, общий, отходя от всех тем. Ты же знаешь, как я люблю философствовать. Я знаю. Представь, что ты стоишь на площади, у тебя микрофон, и ты можешь сказать в микрофон что-то, а точнее пожелание. И тебя может услышать абсолютно все люди на нашей планете. Вот что бы ты им пожелала и сказала? Люди, пожалуйста, будьте добрее. Вот на этой прекрасной ноте мы и закончим. Спасибо, что ты пришла. Ты наш первый герой.
Я надеюсь, тебе понравилось провести с нами время, потому что за кадром есть также и другая команда Ахтами Клубе. Мы все это пытаемся делать, начинать, чтобы и у людей была возможность что-то послушать, порассуждать, написать комментарий какой-то, и, возможно, написать, на какую тему они хотели бы еще поговорить, послушать. В общем, это такой новый наш формат, и спасибо, что ты поддержала нашу движуху. Мы только начинаем, и спасибо тебе большое еще раз. Я желаю вам удачи, чтобы все получилось обязательно. Спасибо.